Всем привет! Если по-честному, до сих пор в Казахстане страшно говорить правду. Кто говорит правду, те преследуются властями. Я знаю одно, и рассказываю это людям, детям, внукам, что с 1 по 5 января в Казахстане народ победил. Победил Назарбаева, Токаева, так далее и тому подобное. Все то власть. Они все начали убегать за границу. В этот момент вводят войска ОДКНБ. В ОДКНБ вошли 3 белоруса, 1,5 армянина и батальоны России, которые стали расстреливать казахов на площади. А казахи, они ничего против не имели, они хотели просто лучше жить. И Россия, которая сейчас ломится сюда, которая, когда девушку тащат за волосы ОМОНовцы, а все только могут кричать «позор, позор, позор», и снимают все на видеокамеры. И казахи в это же время, когда была у них вот эта революция, митинг, да, и казахи на легковых машинах догоняли военные колонны, останавливали их, не давали войти в города. Казахстанский ОМОН переходил на сторону народа. Милиция переходила на сторону народа. Что, разумеется, исключено в Российской гвардии. И вот эти россияне, гнилые, которые, да, они не рабочие, они просто какое-то среднее такое, кто успел наворовать, так далее и тому подобное, сейчас стремятся в Казахстан. Можно задать вопрос, а на какой хрен вы здесь нужны? Вас в аулы не загонишь, в колхозы не загонишь. Куда вы поедете? Павлодар, Алмата, Астана. Куда вы поедете? Вы ни хрена делать не будете, вы будете только здесь смуту вносить. И простой вопрос, а нахрен вы здесь нужны, а? Вы свою Россию бросаете, которую не бомбят, не грабят, ничего, только ввели санкции. Вы уже этого испугались. Так что то, что Украина сопротивляется, хотя вы там бомбите больницы, роддома, мирных жителей, и вы сейчас от этого сбегаете, вы даже не смогли сказать стоп войне.